В кооперативе есть, опять же, большой плюс – экономия на налогах с фонда оплаты труда. А на сотрудников, участников кооператива не распространяется трудовой кодекс. О чем это? Те участники кооператива, которые не просто сотрудники, а соучредители кооператива, работают не на трудовых началах, они работают ради получения прибыли. И если мы говорим в сравнении с ООО, то собственник ООО вложил деньги, если он работает в своем ООО, например, как часто бывает, он же учредитель, он директор, то есть нормы Трудового кодекса, есть МРОД, общероссийский, есть МРОД региональный, мы должны относительно зарплат придерживаться этого МРОТа. Но в кооперативе немножечко форма другая. Если участник работает в своем кооперативе, то, по сути, он работает не ради зарплаты, а ради получения прибыли. Поэтому мы не обязаны ставить зарплату равную МРОТам. Мы можем поставить зарплату 1000 рублей, 2000 рублей, с которой будем платить пенсионное отчисление, и все. А все остальное это будет доход тех участников кооператива, которые есть.